так и для гостей, потому что открывается интересная выставка, пленэрная выставка «Искусство без границ». Разрешите для приветственного слова передать микрофон заместителю директора по научной работе Государственного музея искусств имени Абдулхана Кастеева Копжановой Светлане Николаевне. Ну, вы знаете, в первую очередь мне бы хотелось, конечно, поздравить всех с этим праздником, с выставкой «Искусство без границ», поскольку вот, заходя из такого на улице, вот, заходишь в этот зал, и прямо веет прохладой, все-таки Иссык-Куль — это какое-то божественное место, где, наверное, легко работается и хорошо дышится. И сегодня очень радостно то, что мы возвращаемся к пленэру, мы возвращаемся непосредственно к восприятию художника вот этой вот живой окружающей природы. И, конечно же, мне хотелось большое спасибо сказать, я сейчас просто прочитаю, боюсь ошибиться, да, Маргану Насыбаеву, арт-менеджеру и члену Евразийской творческой гильдии, и Назире Женишбековой. Это действительно очень важно для художника работать в непосредственном контакте с природой и представлять это творчество нам, поскольку мы ощущаем, мы чувствуем, и, наверное, этим и хороши этюды. Основа всего того, что мы делаем, больших полос и так далее. Спасибо вам всем, что вы сегодня с нами. Разрешите предоставить слово председателю Союза художников Республики Казахстан Омирбеку Живанезову. Жаңағы айтқандай бұл қуаныш бәрімізге де қатысушыларды да не дегенмен бұл көрші мемлекетте болып отыр өзіміздің елде қонақжайлығын өздеріңіз біліп жатсыздар, ең жақын бірі Қырғызстанда биыл жақсы көрмей болып жатқан Facebook пен қазір соцсети дейді. Оның бәрінде де жариялап отырды жетекшісі, ағаларымыз, өздеріңіздің бәрін көріп тамашалап отыр. Енді пленэр жалпы не қыстан шыққан кезде мастерскойдан, жаттанды бояулардан айырылу үшін осындай көктемде пленэрге шығады, күзде шығады. Ал жаз ортасында ләззат алатын кез ғой, еркін жұмыс істеу. Сол еркін жаңа бір аралап өзім кіріп аралап шықтым, еркінді мол жақсы. Қуаныш та бар, желдің лебі жаңағы Светлана айтқандай бәрі сезіледі. Бәріңізді де осы қуанышпен құттықтаймын, өзімді де босқа келмедім деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Омирбек. Следующее слово предоставляется куратору выставки Айдарбек Айгерим. Хочется отметить, что это ее первая выставка, первое кураторство. Айгерим Айдарбек, научный сотрудник отдела зарубежного искусства Государственного музея искусств имени Абдулхана Кастеева. Пожалуйста, Айгерим. Спасибо большое. Я поздравляю всех участников этой выставки. Это действительно большое событие. И очень приятно, что, вот, должна сказать, что в процессе работы, да, с моими художниками настолько было приятно не только соприкоснуться с их работами, да, но и пообщаться с ними. И действительно, как правильно было отмечено, что, заходя в наш зал, действительно чувствуется эта легкость, воздушность, то, для чего в целом создан пленэр. И спасибо вам, поддержали художников. Скоро можно будет посмотреть выставку. Спасибо. Разрешите предоставить слово Гали Мырзашеву, известному художнику-мультипликатору. Очень много регалий и достоинств. Гали, наверное, нет человека в Алмате, который не знает нашего неординарного, яркого представителя творческой интеллигенции. Это про вас. Как мы, художники, чувствуем, сказать нам сложно. Но в этот раз прямо аж охота сказать, потому что как
в любую выставку, в любую среду приходишь, и ощущается атмосфера, аура, да, бывают тяжелые выставки, тяжелые картины. Сюда я пришел, и прямо аж веет ветром, прямо аж весной такой, прямо этот порыв, так, я остановился. Я думал, отказаться, что я не смог, потому что очень рад организации такой выставки, Кинезия ТВ организовала. Вот она состоит с маленькой женщиной здесь, она, кажется, организовала такую выставку. Вот, я как сильный хиромант и погадал по блату, чтобы попасть в следующую бригаду. И ну, без коррупции, она везде есть, без нее не обойтись. В общем, ребята, те, кто участвовали, те, кто ездили, обалдеть вообще, просто огромное счастье, огромное из вас веет, и через ваши руки прям ваш дух, ваша любовь к жизни. Желаем огромного, я желаю вам огромного творческого счастья, долголетия, творите, и с радостью ваш коллектив, если удастся учиться, будем бесконечно рады. Я могу тоже поздравить. Сүршілер жаңадан басқалар жас қыздар бар екен. Потому что хочу вас предупредить, это нелегкая работа, это очень много силы иметь надо, и деньги иметь надо. Раньше, например, этюды мы писали 2 месяца Юрманы, 2 месяца по Ванге, потом Гурзуф вывал 2 месяца, Синеже, вот такие всесоюзные значения, международное значение государство отправляло художников по очереди. С каждого государства, с каждой республики по 2, по 3 человека отправляли. Они все воспитывались на Синеже, в основном художники, друг друга учились, московские художниками, международные. Это был высокий уровень. Ну, сейчас вы видите, люди хоть не сидят, пытаются, каждый, это начинается выживание. Раз никто сверху много не дает, то хоть сами как-то, каким-то образом хотят не отставать от жизни. Надо, все равно надо двигаться. Когда вот начался перестройка, наши многие художники ушли в коммерцию, ушли дом строить, дачу строить. И я сказала, я ничего не буду делать, я буду только рисовать и сидеть писать. Не буду ничего делать. Потому что это не так, все это захватить, в торговле ходить, это не наше дело. В конце концов, это все, если кто любит художником стать, он и станет художником. Если будет так, как попало, заниматься, когда хочешь, она ничего с этого не выйдет. Человек должен любить свою работу и любить тех художников, которые уже давным-давно что-то сделали. Надо с ними сравниваться надо. Не так вот смотреть на друг друга. Это лучше, это тот хвалить так просто. Это очень жесткая работа, тяжелая работа. Это к самому концу видите. Всегда я видела Гульфайруза Исмаилова, Айша Габибовна, Сидоркин, Мабиев. Я с Мабиевым ездила на эти Ажиевым, Сахиромановым, Жраленовым. И всегда они, видите, они были и композиторы, и художники, они любили музыку, искусство, литературу, все любили. И так просто там взял, машинально написал что-то, знали законы. В первую очередь, что должен быть, в втором плане, третий, четвертый, и потом у тебя ум какой. И надо уметь организовать композицию, надо уметь, надо брать формат у себя, в каком ты должен хорошо чувствовать это. Хочу поздравить вас всех. Это не легкая работа. Дальше еще глубже пойдешь, он будет тяжелее. В общем, надо быть начеку. Поздравляю вас с вами. Наша великолепная выставка состоялась благодаря 2 энтузиастам. Это Марлан и Назира. Действительно, художники, вам нужно только творить, создавать искусство. И обязательно должны быть люди, которые будут вас вести, помогать
организовывать какие-то мероприятия, проекты, пленеры для того, чтобы вы могли раскрывать и для других друг другу свое творчество. И здесь вот Марлан Насанбаев, художник-график, член Евразийской творческой гильдии, арт-менеджер. Я знаю, что это, я буквально знакома с вами вот недавно, перед этой выставкой но я была поражена, насколько у вас неограниченные способности, возможности, таланты, ведь уметь сплотить творческих людей, это не каждому дано, это дано свыше, поэтому вам большое здоровья, я хочу от себя пожелать, и дальнейших каких-то ваших больших, интересных творческих проектов вам желаю, совместно с группой, или же также, наверное, продолжите традицию и с Назирой Женшбековой, да, вы тоже успели познакомиться, генеральный директор туристической фирмы. Я пыталась долго расшифровывать, у меня не получилось, можно, если бы... АКМП. Да, турфирмы. И благодаря прекрасной Назире и такому активному, креативному, мужественному Марлану эта сегодня выставка состоялась. И благодаря, наверное, экспозиции, сотрудникам экспозиции, действительно эта выставка состоялась. Позвольте вам дать слово. Извините, я немножко по бумажке, потому что фамилии многих не знаю должности, поэтому я хочу прочитать. Дорогие дамы и господа, коллеги и друзья, хочу, во-первых, поблагодарить сотрудников Государственного музея искусств имени Костеева, а именно генерального директора Голобаеву Гульнару Кинджибулатову, заместителя генерального директора Ахалбекову Анжелику Руслановну, директора Центрального выставочного зала Хаджимуратову Алтынджану, Сарсимбаевну, завсектором отдела экспозиции музея имени Костеева, Усентаеву Айсулу Ускеновну, куратора нашего, которая помогла нам в этой выставке, это Айгерим Айдарбек, сотрудник отдела зарубежного искусства и научный сотрудник. Содействие организации этой выставки. И хочу поблагодарить всех членов нашей группы проекта «Искусство без границ». Без вас бы эта тоже выставка не состоялась, потому что, когда мы затеяли этот проект, Назира приехала в Алмату и мне говорит, хотелось бы что-то такое неординарное сделать, что никто не делал. Но я говорю, единственное, что я учился 9 лет в училище, 4 года, 5 лет в институте, 7 лет преподавал в художественном училище. Я говорю, у меня только есть художники знакомые, поэтому я могу предложить этот проект именно «Искусство без границ». Это у нас есть такой как говорится, блогер, это Амир Ермек Сатыш. Его, наверное, все знаете, вы видели. Он постоянно в Фейсбуке показывает работы наши, он ходит на выставки. Вот. Благодаря ему вот это родилось совместно вот это название проекта. И от этого мы начали плясать, начали приглашать художников. И когда они все откликнулись, и мы поехали, хотя было всего 5 дней, но вы сейчас увидите, за 5 дней, вы знаете, больше 100 работ. У нас Сережан Сахтехуло, он в первый день написал, когда 5 этюдов, когда мы только проснулись, 5 часов, вы знаете, он всех зажег. Он зажег, и все мы начали писать. После него идет тоже очень много написала наша уважаемая Гульмира. Гульмира тоже написала очень таких работ, вы знаете, она член Союза художников, заслуженный деятель, и очень много наград. И вот она нам показала тоже задор такой, вы знаете, и где-то нас направляла, где-то подсказывала. И это тоже дало толчок остальным. Хочу отметить еще, среди молодых это Айгерим Бехкали, она монументалист, молодой художник. Она сказала, я первый раз после учебы еду, например, что мне брать, как мне брать.
Ну я сказал, ну как Прикинь, обычно помашет, чтобы Да. стать героем. Да. И вы знаете, А то как-то Да. ориентироваться. Можно пригласить героя? да, героя можно пригласить сюда, вы, может, посмотрите. Очень красивая девушка, очень работоспособная. Вот. И она действительно начала там писать. И когда на природе пишешь портрет, вы все вы знаете, это очень сложно. Когда еще дети, вы там посмотрите. Она при мне это написала, мы сидели действительно там на пляже, и она этих девочек написала, и хотела их подарить, и мы все хором сказали, нельзя такие вещи подарить, потому что это шедевр. Она написала там лестницу, она написала розы и так далее, и так далее. То есть каждая работа вот нашей молодой художницы, это вы можете посмотреть, это действительно, вы знаете, на примере создать такое невозможно. Это такая энергетика, это завораживающее, что такое. И Иссык-Куль, особенно южный берег, я никогда раньше не был, я всегда был на северном, а когда увидел там эти горы, действительно, там может быть, когда в эпоху динозавров было огромное озеро или море, и океан, и там действительно вот эти полосы, вот сейчас посмотрите на работы, они полосатые, они фиолетовые, они бежевые, они белые, они всех цветов. Поэтому вот это может быть и нас способствовало. И даже я захотел рисовать. Я 30 лет занимался бизнесом. Вот, и захотелось. Я только на второй день, я когда увидел, они как пишут, мне захотелось. Я здесь написал 8 работ, можете посмотреть тоже. Ну, я, как говорится, не претендую на такие какие-то эти, как они, но я вернулся, можно сказать, и хочу дальше писать. Вот, спасибо вам, всем участникам, спасибо, что пришли гости, спасибо, как говорится. И думаю, что сейчас еще скажет Назира пару слов. И этот проект не кончается, у нас записываются люди. Здесь вот Джамиля Исимова, если хотите, вот она, как говорится, принимает, она со всеми разговаривает, она записывает в эти группы. Так что обращайтесь, если кому надо. Назира. Здравствуйте. Моя компания называется October Travel Азия, Кыргызстан, Marvel Skills. Что значит азиатские, киргизские чудесные языки. Их я взяла как личность. Это могут быть художники, актеры, писатели. Поэтому я благодарна Марвану Мустамбаеву за наш проект. И вам спасибо за выставку. И самое главное, что у нас такая хорошая компания собралась. Девочки, вам спасибо. Серик, второй Серик. Теперь у нас намечается выставка, может быть, во Франции, в Париже или в Лондоне. Спасибо. Я просто хочу пригласить участников выставки. Галия, Умут, Серикжан, Серик. Один, чтобы вы все подошли. Ну, как-то вот. Давайте. Вы молодцы. Да. Все зарубежные прессы вас Да нет. А? На, это Гали. свет неправильный. Сфотографируй вот эту кнопку. Еще одна у нас участница Виктория Цой в Иссык-Куле. Еще один параллельный творческий проект. Улыбайтесь. Кто меня заменит? Чиркнитесь, пожалуйста. Давайте, куда нажимать, только скажите. Сюда. Кнопка, передняя кнопка. Вот это? Вот. А у нас в футболе вот так вот. Все поместимся. Айсулу, пойдемте с нами. Куда нажимать? Так көрме болып жатыр қазір міне керемет бір көрме жасап жатырмыз өте керемет бір рет бәрін бірақ түсіріп шығамын қазір міне мен жұмыстарым мынау өте керемет міне міне мынау кардан қосылған жұмыстар міне өте керемет міне о мына жұмысты айтады Моненің жұмысына ұқсайды екен дейді. Моне бар ғой, Моне. Соның жұмыстарына ұқсайды деп.
жұмыс өте керемет жұмыс та. Керемет. О. Что? О. Ане. Көрмеміз өте сәтті ашылды, қонақтар келді, суретшілер одағының төрағасы келді, өнер адамдары келді, ғалымдар келді, өте үлкен баға берді. Өте керемет бір үлкен көрме болды бұл. Қастеев музейіндегі қызметкерлерге алғысымызды айтамыз. Марлан ағаға алғыс айт, Назира Жээнбековаға алғыс айтамыз, бүкіл суретшілерге алғыс айтамыз. Осында білендерлер көбейе берсін. Бәрімізге мықты денсаулық болсын.